праздничная торжественная обстановка. Мы рады, что пришли к нам очень много друзей, гостей. И зал подготовлен для торжественного мероприятия. Здесь вы в конце можете ознакомиться с выставкой книжной, которую подготовила наша любимая библиотека национальной литературы. Ознакомиться с нашей выставкой из бабушкиного сундука. Ознакомиться с творчеством, с нашими кулинарными изделиями, с книгами, а также есть газеты «Татарлар», которые мы получаем из Казани для вас специально, чтобы вы читали, знали нашу татарскую историю и жизнь. Сегодня у нас особенный день, торжественный вечер, который называется «Моя песня звучала в народе». Лирическое стихотворение Мусы Джалиля. Мы его так назвали, потому что в этом году исполняется 115 лет со дня рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля, героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии антифашиста. Еще в рамках этого мероприятия будет проходить, который в Татарстане 21 год объявлен годом родных языков и народного единства. Вот я вам показываю эмблему, мы специально приготовили. Наши организаторы приготовили вам произведение «Скульптура Мусы Джалиля», произведение художественное. Вот вы видите здесь это Сания Бахтиярова, нашего художника. Поэтому мы очень рады вас видеть в нашей татарской гостиной. Мы еще позже объявим наш план. Игнат Акимович, я думаю, все это скажет. Я бы хотел сегодня представить наших очень уважаемых гостей, которые первый раз в нашей татарской гостиной. Ну, Виктор Кокосов, писатель, вы знаете, он не первый раз. Он перед вами выступит, писатель, член Союза художников России, прозаик, автор многих книг о публицистике Виктор Николаевич Кокосов. Также немножко запаздывает, вы увидите актер нашего театра юных зрителей Радик Галиуллин. Сейчас скоро он подойдет, обязательно хочет с вами тоже познакомиться. У нас присутствует новый гость, молодая девушка, она, да, Алина Хайруллина, преподаватель татарского языка. Сейчас мы ей тоже дадим слово. У нас возобновляются курсы татарского языка в образовательном культурном центре в Каюм-Монастыре при постоянном представительстве. И очень много подготовлен ряд поэтических и познавательных мероприятий, посвященных Мусе Джалилю. А теперь мы начинаем. Я хочу слово дать нашим прекрасным ведущим Фираи Рашитовой и Светлане Ковязиной. Они подготовили этот вечер. Пожалуйста, Рахим Терес. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Her bir халыкның үз каһарманнары һәм җегетләре бар. Иң бийек без горурлана торган ул Муса Джалил. Муса Джалилгә 115 ел тула аның туган көне. Шуңа күрә без бу чарага, тантаналы чарага җыелдык. Все мы собрались сюда на это торжественное вечер мероприятия для того, чтобы отметить 115-летнюю годовщину со дня рождения легендарного поэта, героя, сына татарского народа, лауреата Ленинской премии, героя Советского Союза Мустафаула Джалилова. Родился ты, чтобы творить и воспевать родную землю, жизнь, любовь и силу. Но враг сумел полет твой оборвать. Он даже отвага слов твоих бесила. Истерзанный, измученный врагом, не предал ты народ свой и отчизну, и внес свой вклад в победу и разгром ценой своей короткой, яркой жизни. Сегодняшнее мероприятие подготовлено усилием многих людей, в том числе и общественные организации, и прежде всего постоянным представителем Республики Татарстан. Большую помощь нам оказал и сам постоянный представитель Республики Татарстан Игнат Акимович Галиуллин. Представляем ему слово для приветствия. Рахмат. Шунdan bilamonda ishtirokchilar bizning bu bikmotor bir traditsiyalar ketdi. Ham biz har doim o'shanda oylarda qurishamiz.
иншалла әлі біздің көршілер орындарымыз бағында орташақлар. Санкт-Петербург шәһәрінің үзәгінде Татар үзәгі үшін белгілері бина, сіз аны барыңызда білесіз. Бик зор бина, қазір анда ремонт ішлері бара. Иншалла біз аны да матур еттеріп, ашып, эшләтеп җибәрә алырбыз дип без өметләнәбез. На самом деле нам очень приятно, что у нас есть вот такая хорошая площадка, у нас вот такой хороший белый зал. Мы уже во всех таких традициях Петербурга называем этот зал белым залом, потому что это нам очень приятно, это созвучно. И на самом деле это белый зал, потому что здесь доброта, здесь тепло, здесь атмосфера такая хорошая. На самом деле 115 лет великому человеку нашей страны. И вот когда о каждом народе, когда говорят о его народе, вспоминают великих людей. Когда говорят о татарах, всегда вспоминают первым даже не Тукая, а Муса Джалиля. Потому что такой героизм и такая самоотвага и любовь к жизни, она присуща немногим. Очень мало народов могут похвастаться такими сынами. Вот нам Бог дал этого человека, и в каком-то ключе его жизнь связана с Петербургом, с Ленинградской областью. И вот этот момент мы всегда так торжественно отмечаем. В том году мы открыли стенд Муса Джалиля в 146-й школе, вы там многие уже были. В этом году у нас 16 числа запланировано еще одно такое торжественное мероприятие, которое мы будем открывать уже в школе 138, тоже Санкт-Петербурга. И там тоже будет хороший стенд, и в дальнейшем уже будем думать над тем, чтобы сделать уже масштабно, уже как может быть не только уголок, а может быть как уже музей этой школы или что-то еще. Но это наши планы, мы эти планы медленно воплощаем в жизнь, и в каком-то ключе к этому мы надеемся, что придем. И еще одна очень приятная новость, хотя это еще говорить нельзя, потому что это будет известно только 15 числа, это будет торжественно объявлено в городе Казани при большом стечении очень большого количества людей, нашего президента. Один из самых больших премий нашей республики, премия имени Муса Джалиля, будет присуждена нашему петербургскому художнику. Вы сами, вот это сейчас я уже остановлюсь, имя не назову, но пока даже не говорим об этом, но впервые история именно нашего Санкт-Петербурга, наш петербургский, татарский молодой художник будет иметь вот эту большую награду. Это для нас, для всех очень большая такая радость. На самом деле мы очень плотно работаем с нашими художниками. Вчера у нас в самом большом зале в Казанском Кремле открылась выставка наших художников Ильдуса Вахитова и Венеры Абдулиной. Очень большие репортажи шли по ТНВ, по другим каналам, вышли публикации в газетах. Питер узнают, Питером восхищаются и Питер любят. Также у нас 15 числа возле памятника 11 часов мы торжественно будем возлагать цветы. Всех вас туда приглашаем. Если у вас будет возможность, то приходите. Также у нас в этом зале участвуют наши гости из Краснодарского края. Вот они здесь, татары, и не только татары, они приехали из автономии. Изъявили большое желание принять участие в нашем мероприятии. И отрадно то, что эти ребята пришли на соревнования, и они свой край будут в каком-то ключе здесь защищать уже в городе Санкт-Петербурге. Итак, у нас еще в таком хорошем ключе мы хотим сказать, что вот стенду, который будет посвящен Муса Джалилю в 138-й школе, наш тоже местный художник Роберт Миф подготовил уникальный портрет Муса Джалиля. Это мы ему тоже очень благодарны и думаем, что эта картина найдет свое достойное место именно в этом уголке. Вот такая хорошая у нас плеяда хороших новостей. Дамир Акич об этом тоже уже сказал. Мы начинаем, возобновляем курсы татарского языка.
Все желающие могут 27 числа, субботу, 15:00 приходить на наш пробный первый урок, который будет проходить в Институте Фаюма Насырей. Девушка у нас имеет очень хорошее образование, она аспирантка Казанского федерального университета, она имеет титул «Лучший выпускник Казанского федерального университета», и нам тоже очень находка, что вот такие люди у нас есть, и такие люди будут вести у нас уроки татарского языка. А так всех с праздником! Праздник начинается. Спасибо большое нашим друзьям Библиотеки национальных литератур. Спасибо нашим друзьям от Алфак Нева, которые с нами всегда рядом, которые всегда нам оказывают всю поддержку. И спасибо вам, что пришли. Чудесные приветственные слова, Надежда Михайловна. Вы от библиотеки, что вы поприветствуйте нас, пожалуйста, по-татарски. Знаете, мы настолько уже сроднились, что, скорее всего, именно я буду Скажите и сами. Дорогие друзья, наша встреча – это действительно взаимный праздник. И я хочу сказать, что мы настолько тщательно готовимся к этому мероприятию, насколько они всегда полноценные, остающиеся в памяти, сколько много людей сюда приходит на эти встречи. И вот сегодня, готовясь к этой встрече, Библиотека национальной литературы, я готовлю для вас книжную выставку. Я обращаю ваше внимание, что это уникальное издание на татарском и на русском языках, которые мы так и назвали «Муса Джалиль. Сквозь бурю». Огромное вам спасибо, хорошего вечера, и спасибо, что вы к нам приходите, что мы вместе. Свой рассказ о Мусе Джалиле мы хотим начать со слов Антуана де Сент-Экзюпери. Все мы родом из детства. Ведь действительно, детство – самая прекрасная пора. Пора больших мечтаний и фантазий. Пора поиска себя в жизни, поиска своих идеалов. Именно таким был смышленый маленький мальчишка, родившийся в семье бедного крестьянина Мустафы и горячо любящий своих детей, кроткой матери Рахимы. Он родился в небольшом селе, оренбургском селе Мустафино, и уже с детства проявлял свои таланты в написании стихов. Это были пока еще только некоторые строчки, но уже в 6 лет Муса Джалиль попросился в школу. И вот, наверное, можно сказать о том, что к нему поэзия влилась вместе с молоком матери. Наверняка не все знают, что Рахима тоже писала стихотворение. И позвольте вам сейчас прочесть одно из них. Оно называется «Поэтическое завещание молодым». Рано утром проснусь, и коснется сердца грусть. Дети, все за вас боюсь, а вы меня помните? Мы в селе встаем чуть свет, скажет: здравствуйте, сосед. Тихо поклонюсь в ответ. А вы соседа помните? Затерялись вы вдали, писем вновь не принесли. Сердце ноет и болит. Вы меня там помните? 4 своих детей я не вижу много дней. Приезжайте поскорей, если маму помните. Ибрагим, Муса, Зейна, Хадича, на белом свете мне без вас никак нельзя. Приезжайте, дети. Воспоминания о жизни Мусы Джалиля. Конечно же, в первую очередь теплая память о своем близком родственнике хранят члены его семьи, его дети, Люция Мусаева живет в нашем городе, его внуки, Лилиан, в том числе, тоже живет в Санкт-Петербурге, и правнуки. К сожалению, они сегодня здесь не могут присутствовать, но благодаря современным средствам массовой коммуникации мы можем вам показать видеоролик с их монологом и приветственными словами, обращенными к вам, дорогие гости.
На корпусе часов Корана он поразил стариков своим бойким чтением сложнейшей главы Корана. Не по годам. Можно? Ассаляму алейкум, кадр Муслаш. Здравствуйте, дорогие друзья, с праздником. Сегодня у нас светлый праздник. Мы отмечаем 115-ю годовщину рождения великого сына татарского народа, поэта-героя Мусы Джалиля. Его именем названы улицы, города, теплоход Джалиль бороздит океан, планета Джалиль в космосе. За исключительную стойкость и мужество, проявленное в борьбе с местопожителями-захватчиками, политрук Муса Джалилов по свету удостоен звания Героя Советского Союза, а стихи, написанные Софией Горченко, удостоены Ленинской премии. Эти стихи переведены на многие языки мира и звучат в разных концах планеты. Каждый, кто знаком с циклом малазийских стихов Джалиля, знает о подвиге его автора. А ведь все начиналось с детства. 15 февраля 1906 года, затерявшийся в бескрайних степях Оренбурга, в деревне Устахино, родился черноглазый, шустрый мальчуган в семье крестьянина Завилова Мустафы. Его назвали Муса. Как и все крестьянские дети, босоногим он бегал по росистой траве без скошенных лугов, пас гусей, ходил в ночное, рыбачил в быстрой мелководной речушке Медь, огибавшей деревню. Маленький Муса любил слушать пение своей матери Рахимы, которая на мелодии татарских песен складывала свои гаити. Это устное народное творчество. Южными зимними вечерами на теплой печке Муса заслушивался бескончаемыми сказками бабушки Гульми о батырах, о страшных дивах. Рос он живым, впечатлительным ребенком. Любил рисовать. Красота богатой природы края завораживала его. А у соседа он научился играть на мандолине. Ему еще не было 6, когда он, увязавшись за старшим братом Ибрагимом, пошел в школу и за год одолел программу 4 классов. Будучи сактирован на Доросе, на конкурсе чтецов Корана Шеллах! Мы хотим сказать, что уже преклонный возраст, и потому уже не хотели рисковать, по большому счету ситуацию, вы знаете, и попросили, чтобы он... Если б саблю я взял, если б ринулся с ним, красный трон защищая, сметая палачей. Если б место нашлось мне в шеренге друзей, если б саблей лихой я рубил палачей. Если б враг отступил перед силой моей, если б шел я вперед, все смелей и смелей, если б пуля если б грудь обожгла мне горячим свинцом, если б пуля застряла бы в сердце моем, если б смерть, не давая подняться с земли, придавила меня кулаком, я бы счастьем считал эту гибель в бою. Слава смерти геройской я в песне пою. Друг рабочий, винтовку возьми и в поход, жизнь отдай, если надо, за волю свою. Стихотворение в исполнении Владислава Газизова, которое называется «Счастье».
Это первое стихотворение, которое было опубликовано в 1919 году в газете «Кызыл Йолдыз». И тогда была история смешная, когда мальчик впервые принес свое стихотворение, он был еще совсем худеньким, маленьким мальчишкой, неприметным. И в редакции спросили, а кто ж поэт? И он громко произнес «Я». И тогда стихотворение было опубликовано, и имя автора было подписано Кечкене Джалиль, маленький Джалиль. 12-летний мальчишка, он встретил начало гражданской войны. И тогда в деревне не было много женщин, которые не умели, были безграмотны, не умели писать. И они приходили к грамотному мужье с просьбой написать письма их мужьям, их сыновьям на фронт. И маленький Муса с удовольствием соглашался писать эти письма. По традиции тех лет каждое письмо должно было сопровождаться небольшой песней, народной песенкой. И Муса очень часто в письмах использовал песни, сочиненные им самим лично. И вот именно написание этих писем сыграло свою большую роль в том, что мальчик полностью посвятил свою жизнь написанию стихотворений, посвятил его поэзии. Сейчас прошу внимания снова на экран. Продолжает свой приветственный монолог Русен Сайма. Будучи шокированным на дворце, на корпусе цветов Корана, он поразил стариков своим бойким чтением сложнейшей суры Корана. Не по годам начитанные, он создал свою библиотеку, смастерив самодельные книжки, в которых записывал свои сказки, легенды, стихи, пьесы собственного сочинения. Вот из такого литературного опыта родилось стихотворение «Счастье». Август 1918 года, Оренбург в кольце белогвардейской армии Колчака. Идут кровавые бои за город. В редакцию газеты «Красная звезда» пришел подросток. Он принес свои стихи. Редактор, выслушав мальчонку, позвал своих коллег, поставил его на стул, читай. Звонким голосом читал, весь покрасневший от смущения Муса. Если б саблю я взял, если б ринулся с ней, Красный фронт защищая, сметать богачей, если б место нашлось мне в шеренге друзей, если б саблей лихой я рубил палачей, если б грудь обожгло мне горячим свинцом, если б пуля засела бы в сердце моем, если б смерть, не давая подняться земли, придавила меня кулаком, я бы счастьем считал эту гибель в бою. Славу смерти геройской я песню пою. Друг рабочий, винтовку возьми и в поход. Жизнь отдай, если надо, за волю свою. Раздались аплодисменты. Работники редакции были восхищены тем, как ярко и горячо выразил 13-летний поэт свою гражданскую позицию. Уже в первом опубликованном произведении Мусы Джалиля проявился его героический дух, патриотизм и преданность делу революции. По стихам Джалиля можно изучать историю нашей страны. Так живо и ярко откликался он словом на важнейшие события жизни своего народа. В борьбе, отстаивая завоевание революции, свободный народ строил новую жизнь. Муса Джалиль был в первых рядах. Будучи комсомольским агитатором, он вел большую пропагандистскую работу, отправляясь в самые глухие уголки района, по бездорожью, в метельную зиму, на лошадях, на лыжах, рискуя замерзнуть в бескрайних просторах Оренбуржья. Добирался до деревень, разъяснял сельским жителям обстановку текущего момента, стараясь донести, раскрыть суть борьбы большевиков за новую жизнь.
Он был солдат революции. Всей своей жизнью шел к героическому шагу в кровавом 41-м. Находясь в цепких лапах врага, он создал широко разветвленную, хорошо законспирированную подпольную организацию, которая под носом врага вела подрывную деятельность. Джалиль спас миллионы жизней, отдав свою и шагнув в бессмертие. Сегодня мы преклоняемся перед героизмом поэта, читаем его стихи, учимся по ним стойкости, мужеству, доброте и бесстрашию, любви и преданности Родине. Когда пройдет, как песня, жизнь моя, когда замолкну, близких покидая, не думайте, что умер я, друзья, в сердцах миллионов буду жить всегда я. Родник в земле похоронить нельзя, частицей станет он морской стихии. Я буду улыбаться вам, друзья, и буду петь вам, люди дорогие. Надо отдать должное правнуку Мусы Джалиля Баграту, 15-летнему мальчику, которому исполнилось на днях 15 лет, что он вот заснял это видео, и это не одно, и принял таким образом участие в нашем торжественном мероприятии и помог нам увидеть, как Люция Мусаевна нас приветствует. Вот я передам от нас всех и от вас, и от представительства большие слова благодарности вот этому юному мальчику. Такой воспитательный хороший момент и для него тоже будет. Вот. А теперь мы посмотрим замечательный фрагмент из документального фильма «Муса Джалиль» о том, как умел дружить Муса в детстве со своими маленькими друзьями в деревне, в которой родился. В книге о моем брате Хадича Джалилова вспоминает: у нас всегда было многолюдно. То к маме придут соседки со своим вязанием, то к брату и сестре друзья. Как только на улице замечаешь, что наш двоюродный брат Сулейман со своей скрипкой направляется к нам, молодежь устремлялась в наш дом и пошло веселье. Нужно как можно скорее собрать. Да, в час они ходят, они хотят доступ к каким крыше. Давай вот здесь, сейчас, возложение цветов не будет. Давай вот сейчас, хорошо? Да, будет быстрее. Была Муса сажда но только он возьмет разгон, у Сулеймана расстраивается скрипка. Он долго ее расстраивает, а брат, который снова пустится в вихрь пляски, с надеждой и тоской ждет. Жизнь его оборвалась так же неожиданно, как веселая весовая. Если в грудь... А сейчас гости из Краснодарского края, они сами себя представят, это автономия, татарская автономия. Здравствуйте. Представляем автономию Татар-Краснодарского края и в большей части спортивную направленность. Это созданная нами год назад Академия единоборств «Акбарс», основной целью которой является популяризация и развитие национальной татарской борьбы «Крэш», которая в настоящее время является официально признанным международным видом спорта. В Краснодарском крае в настоящий момент именно в Сочи занимаются «Крэш» уже более 300 человек.
И наши ребята уже в настоящее время завоевывают медали первенств и чемпионатов, которые проходят традиционно в городе Казани. Учитывая тематику мероприятия, хочется связать Кареш с поэзией в целом, поскольку каждый спортсмен считает, что когда ты кушак берешь в руки, по сути, душа спортсмена сочиняет стихи в движении. Вот так я бы хотел связать эти два мероприятия. Нам очень радостно, что вы нас пригласили. Волею судеб мы сегодня, наши спортсмены продолжают выступать в спорткомплексе «Комета» по другому виду спорта. Хочется отметить, что благодаря Кареш жители, мы в частности живем в Сочи, жители Сочи и Краснодарского края узнают и татарскую культуру, поскольку неотъемлемой частью татарской культуры является Кареш. Это единственный вид борьбы, который включен в состав культурного наследия ЮНЕСКО. И у нас занимаются, причем у меня ребята, и вот у Ольги Васильевны, ребята 22 национальностей. Мы представляем, у нас существует музей спортивной славы, где выставлены национальные костюмы. Обязательно на каждом турнире по Кареш представляются и произведения великих писателей и поэтов республики, а также национальные блюда. Я думаю, что мы будем сотрудничать во всех направлениях. Очень приятно со всеми вами познакомиться. И теперь вы знаете, что и в городе Сочи, в Краснодарском крае довольно-таки активная автономия. И мы вас всех ждем в гости. Все контакты есть у представительства в городе Санкт-Петербурге. Мы будем рады вас встретить. В Сочи проводятся огромные сабантуи, широкомасштабные, поэтому все, кто приезжает на отдых, связанный с автономией, мы рады вас видеть. Вы будете, надеюсь, приятно удивлены. Спасибо вам огромное. Спасибо, Николай. Очень приятно, что вы приехали. Хотел вам сразу представить, это у нас тоже звезда татарского сообщества Ольга. Ольга, пристаньте, пожалуйста. Чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира по дзюдо, обладатель Кубка мира по джиу-джитсу, владелец бронзовой медали чемпионата России по самбо и многих международных турниров, заслуженный деятель физкультуры и спорта. И еще, что еще хотелось отметить, у нас есть очень важное направление, отвлеку еще на минутку, это мы занимаемся с детьми-инвалидами на основе техник борьбы Кареш. У нас сейчас занимается 22 ребенка, именно инвалиды с тяжелыми формами, но благодаря Кареш они социализируются, они узнают мир. Скоро мы, надеюсь, мы их повезем в Казань, показать великолепную столицу республики. Ребята есть и татары разных национальностей, но именно благодаря Кареш это апробация программы идет. Такого подобного нет вообще. Подобного нет. Вот мы вдвоем, имея специальное образование, профессиональными педагогами являясь, дети благодаря Кареш, национальной борьбе татарского народа, узнают мир, могут в нем социализироваться и становятся здоровее, и имеют возможность бороться даже с здоровыми ребятами, да, они поддаются. Вот такое тоже важное направление. У нас детки большинство связаны с ДЦП, то есть это страшный век. Боятся не просто врачи, боятся даже лечебной физкультурой заниматься. Они у нас борются прям. И я думаю, что в следующий раз мы в Петербурге бываем, обязательно подготовим фильм, покажем, как это происходит, насколько это важно. И если кто-то заинтересуется, любая автономия, мы готовы поделиться и методикой, и приехать показать, поскольку это настолько важно. Детки, вот они недавно у нас получили первые медали, это такой отклик, они такие счастливые. И, ребятка, да. Спасибо. Поэтому спасибо еще раз за внимание. Мы вынуждены покинуть наш турнир. Мы рады знакомству. Спасибо большое. Действительно, наши гости, так же, как и мы, как будто знали, о чем будем говорить в самом начале своего мероприятия, рассказали нам сегодня о жизни детей. А мы продолжаем свой рассказ и хотим продолжить этот рассказ истории о том, что Мусе Джалилю очень многое пришлось пережить в своей жизни. Голод, холод, беспризорье. Но он всегда стремился к лучшей жизни, он верил в нее. Но верил он в нее с одним условием, что только учеба, только познание и только упорство помогут ему достичь задуманных высот. И это вся его короткая жизнь как большое доказательство его стремлению. Потому что ему не было еще и 7 лет, когда он уже отправился, причем настоял на том, чтобы его отправили в школу.
и действительно закономерное продолжение такого стремления. 1927 год, когда он становится студентом писательского факультета Московского государственного университета. Поэзия становится для него всем художником, и он готов делиться своими знаниями, переводя на татарский язык произведения русских классиков Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других. Он живет в самой гуще событий, и рядом с ним огромное количество его единомышленников, его друзей, которые смотрят на жизнь примерно одним взглядом. И мы хотим, чтобы вы сейчас посмотрели. Вот, Люция Мусаевна с большим трепетом относится к жизни своего отца и хотела бы поделиться своими воспоминаниями о его жизни. Обратите внимание, посмотрите видеоматериал, заснятый У меня в руках, можно? У меня в руках вырезка газеты «Советская Татария» от 15 февраля 1968 года. Это обращение к Джалилю татарского писателя Ибрагима Саляхова. Статья называется «С днем рождения Джалиль». Здравствуй, дорогой друг. Прости, что тебя беспокою, но иначе я не мог, ведь сегодня 15 февраля. Это знаменательная дата в твоей жизни. Нет, не только в твоей, но и в нашей. Удивительно, как быстро летит время. Когда же это было? Первый раз мы с тобой встретились как раз 15 февраля 1931 года. Тебе в тот памятный день исполнилось 25 лет. Разливаясь, пеной блистая, затопив луга, вода течет. Раздвигая шумной белой стаей, рушится, грохочет лед. Голос птица звучал все громче и сильнее. Комната, общественный отдел объединенных редакций молодежных детских газет была битком набита поэтами всех возрастов. У стола стоял незнакомец. Он был ниже среднего роста, худощав. Среди маститых, седоволосых поэтов он казался почти подростком, но слушали его, затаив дыхание. Льды идут, зима их накатила, эти плотные, густые льды, что на нас давили тяжкой силой. В них вся горечь, в них вся соль беды. Незнакомец читал свое стихотворение не спеша, выделяя каждое слово веским ударением, приятным голосом. Льды идут, льды уходят, льды седые, те, что всякой нечисти полны, мощные потоки молодые, мусор весь уносят из страны. Сегодня 15 февраля. Тебе, дорогой друг, исполнилось 62 года. Прими от меня и моих земляков-читавцев наши горячие сердечные поздравления. Ибрагим Саляхов, член Союза писателей СССР. 15 февраля по всей стране, в Москве и Санкт-Петербурге, Оренбурге и Казани, Нижневартовске и Нижнекамске, в набережных Челнах и Астрахани, и в других городах не только России, но и за рубежом у памятных досок мемориальных будут возлагаться цветы Мусе Джалилю в память о нем. А какая лучшая память для любого поэта, да и для любого человека? Это, конечно, память его потомков, детей. И сегодня мы хотим познакомить вас со стихотворениями Мусы Джалили, которые подготовили самые юные участники сегодняшней встречи. Встречайте, пожалуйста, стихотворение «Победа» в исполнении Латифы Яровой. Семье встает зима
Туман голубоватый, грохочут танки, вытянувшись ряд, как сокол отважный крылатый, над крышей флаги красные парят. Старушка обняла бойца за шею, от радости заплакала она. И, улыбаясь, свежий трофей отсчитывает строгий старшина. Хотим судьбу Германии фашистской, но все, куда ни кинешь взгляд, на глине развороченной склизкой чернеют трупы вражеских солдат. Тему победной весны со стихотворением «Май» исполнит Сабина Газизова. Высажа лилия, май. Ночь нас одарила первым теплым ливнем. Он унес последний холод с мраком зимы. Вся земля покрылась пестрыми коврами, бархатной травой, яркими цветами. Белая береза распустила почки. Не стоять же голод в майские денечки. Босиком помчались мы под ветром мая. Растянись на солнце, грейся, загорай. И поддержит девочек, конечно, никто другой, как мама. Миляушат Диарова исполнит для вас стихотворение и песню. Сүйü. Ezilip seyde yigit, kıyar kıymaz açtı ana bir tenceregen. Siyem dedi, lakin nazlı kızını işitmedi. Min de diyeni. Kız yaratıp yürü etmedi mi? Elleçin lap yaratmadı mı? Dik şeyde yigit diregenin siyu bilen kanatlanığı. Suğuş kildi, ayırıp yirkesinden ut çitine tartıp bitirdi. Siyu onu avga jitekledi, yarasından kanın kütterdi. Kızı için, tuğan yağı için, o aldığında buldu kireçini. Yigitliğin şunda görsetmesi, yigit deyip, ana kim dersin? Siyu bilen yüzün kiçli sizip, o atladı, dertli, ümitli. Dingin tağı jirde kabatlandı, yedire yıktı aklı yigitini. O sataştı sıngı suluşunda, ülem ise anı isertti. Siyem dedi, ya bu ülkesinin minde diyen tavşan işitti. Birleyen, cüyük kırdan birleyen, kilgen irken birleyen, emin ona siyüm, bildiren mi dilmeren, emin ona siyüm, bildiren mi dilmeren. Ona giderilgenem, mine bezlegen bilem. Böyle yinirener, ilgergen birlegen. Böyle yinirener, ilgergen birlegen. Татарща. К нашему торжеству присоединяется внучка Мусы Джалиля Лилиан Навразашвили, которая воспитывает 2 мальчиков. Вот, и живет она в Петербурге, актриса театра юного зрителя имени Брянцева. Пожалуйста, внимание. Я смотрю, вы очень любите свою работу. Так точно, Лаврентий Павлович. Во фронтовой разведке и не такое случалось. Женщины и дома. Да. И еще французская поэзия. Скажите, пожалуйста. Ну вот вся милиция куплена. Товарищ начальник, я все понимаю. Ну с вами-то у меня разговор позже будет. У меня разговор к вам будет прямо сейчас. Чего еще? Я слышала вчера все твои речи. Ты вот только говорила о муже и ребенке, вот столько о своем Юрке. И ты не из-за них сейчас рвешься оттуда. Мальчик
Мальчиков после 10 лет должны воспитывать отцы. Ему сейчас будет только лучше. Ребенку лучше с матерью. Поэтому ваши мужчины так слабы и трусливы. Медленно кладешь оружие на пол, без резких движений. Ты меня понял? Дорогие друзья, спасибо всем, кто пришел в этот день почтить память, вспомнить о великом сыне татарского народа Мусе Джалиле, о его творчестве, о его соратниках, благодаря которым осуществился тот план, который они ставили перед собой. И многие солдаты смогли, перейдя на нашу сторону, обрести свободу и были не порабощены фашистами. Спасибо вам всем. К сожалению, я не могу сейчас быть с вами в силу многих обстоятельств, но вот та видеонарезка, которую вы, возможно, увидели из моих киноработ, не случайно, потому что, когда я еще была совсем маленькой, и зная и уже понимая, кто мой дедушка и какой подвиг он совершил, у меня вот это чувство, сейчас, может быть, это слово молодежь не очень понимает и, наверное, даже с легкой улыбкой к нему относится, патриотизм. А вот у меня оно тогда было абсолютно искренним, потому что как-то я всей кожей своей чувствовала ту боль, боль потери родного человека, которого я никогда, к сожалению, не увижу. И только благодаря стихам, его творчеству я могу открыть тот мостик, который меня соединяет, как и всех вас, с его душой. Это его стихи. Мне очень нравились образы именно таких воинов, то есть людей, которые готовы отстаивать честь и достоинство как свое, так и своего народа. Цепи каменного мешка, пусть твоя разорвет рука, а не сможет, так смерть предстанет. Ведь она здесь всегда близка. Положили тебя в мешок, завязали под злой смешок, ставят в очередь твое тело, чтоб потом смолоть в порошок. Мелет мельница жизнь людей, громоздятся мешки костей. Жернова ее из железа, с каждым днем они все лютей. Мельник злится, от крови пьян, не мука. Кровь течет из ран, жадно пьет ее клоп проклятый, бесноватый, слепой тиран. Пусть умолкнет мельницы рев, пусть не вертит сила ветров крылья черные. Пусть не льется, дорогая Родине, кровь. Развяжите горы мешков, раздавите дом пауков, развалите мельницу пыток остриями гневных штыков. Конечно, память о поэте живет не только в его стихах или в памяти его родных и близких. Она живет и в произведениях современных авторов, которые посвящают свои произведения жизни и подвигу Мусы Джалиля. Эти песни звучат с различных площадок нашей страны. И сегодня я приглашаю к участию в нашем мероприятии автора-исполнителя, члена клуба песни «Высота», члена Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексея Носова.
книге писал. Он тогда еще не знаменитый, написал стихи с таким концом. Пусть из нас кому-то быть убитым, никому из нас не быть рабом. Пусть из нас кому-то быть убитым, никому из нас не быть рабом. 41-й подошел к порогу, завинил шавель перо штыком. Он пошел военною дорогой, был поэтом, стал политруком. И стихи, овеянные битвой, застучали, как рудийный гром. Пусть из нас кому-то быть убитым, никому из нас не быть рабом. Пусть из нас кому-то быть убитым, никому из нас не быть рабом. Тюремного сбегает, как слезинка, капелька росы. Но тетрадь с последними стихами от тюремщика срываешь ты. Он погиб за стенках Мавита, но слова его горят огнем. Пусть из нас кому-то быть убитым, никому из нас не быть рабом. Пусть из нас кому-то быть убитым, никому из нас не быть рабом. Ну, еще одну песню, раз я пришел сюда, хотел, меня попросили исполнить, написать гимн. В Красном Селе, когда открывался татарский дом, попросили, ну, я ему написал, вот я хочу вам исполнить. Вот. Он очень символический. Я сотрудничаю, как бы внештатным сотрудником Дом дружбы Ленинградской области являюсь. И поэтому, как бы, одной из основополагающих, как бы, наших задач это есть объединять детей в одну большую семью. Батырбар Алимов, дом Алимова в Красном Селе, он здесь с нами. Глядит татарский дом фасадом на восток, и назван он лучом, как говорил пророк, под пение первых птиц, встречающих зарю. И нет любви границ, за все благодарю. Благодарю за мир в рассветной тишине, и кто кровавый пир остановил в войне, мы славу воздаем народам всей страны. В согласии живем, ведь мы ее сыны. Дом радостно встречает от мала до велика. Пусть каждый страстно знает, Россия многолика, богатство созидает народ своим трудом. И в славе засияет
ее татарский дом, и в славе засияет ее татарский дом. Ну, если уж на то пошло, мы не всех гостей здесь назвали. Вот музей Хутяшева, да, присутствует здесь. Инна Ибрагимовна Жилевич, межрегиональная организация инвалидов «Родничок Надежды». И мы тоже рады их видеть здесь, в нашем составе. Можно я в двух словах скажу? В двух словах Хайрдекан, я первый ребенок поселка Джалиль. Даже в музее, посвященном Джалилю, есть фотография, где мама с маленьким ребеночком стоит у первого дома в поселке Джалиль. И, конечно же, воспитана в патриотизме, вот как предыдущий оратор сказал, и в любви к родине. Своих ребят мы воспитываем и учим арт-терапии, вот все, что на мне, да, мои ребята искусственно сплели, и мы сейчас уже начинаем, как учила моя Олега Абиев, вышивки татарской национальной. Посмотрите, это первая наша работа. Нас пригласили в Америку, этим летом мы поедем, и также я буду рассказывать и о нашей культуре, о татарской своим ребятам. И по Татарстане расскажу о нашей деятельности в Санкт-Петербурге. Благодарю вас. Конечно, при помощи поддержки нашей татарской даже. Мы что хотим сказать? Этот центр, этот уникальный центр. Мы об этом уже много говорили. У нас ребята были в Казани, и в центрах благодаря нам. Они активно участвуют во всех наших мероприятиях. Вот мы недавно для детей провели тоже конкурс, посвященный столетию ТАССР, они тоже очень активно участвовали, и вот вам благодарственное письмо. Собираемся открыть филиал в Казани, вот, совместно с Мадина Ханум. Надеюсь, что у нас получится. Спасибо. И, конечно же, самым ярким доказательством любви, почтения и гордости нашему национальному герою являются традиционные джалиловские чтения. Сейчас перед вами на экране Николай Газеевич Кутуев, председатель Тузнинского татарского общества. Сама на исходе 43-го года, когда Муса Джалиль телесно был разрушен, ну, почти до основания. Там удивлялись те люди, которые удалось видеть его вот в 43-м и 44-м году. Это было такое впечатление, мешок костей, но с озорными глазами. Об этом написал ксенз, католический ксенз, который, проходя по коридору исповедовать, он шел исповедовать католика, которого должны были лишить жизни, и он видел, как волокут мешок. И вдруг этот мешок, выровнявшись с ним, с ксензом, хитро так прищурил глаз. Боже мой, подумал он, мешок с глазами. Это был Муса Джалиль. Табут. Табут в переводе с татарского на русский гроб. Это вроде звучит так не оптимистично, но в самом деле стихи замечательные. На татарском сначала мне прочитать или на русском? Туксан яштулды фарук картны. Йокосоннан біркен уяны, отырды да итекулы білен башын тұтып ұзақ уйлады. Әйтті қартын cidden. Küp yaşadı. Kirek ezrek uyan bilirge. Vakit indi gürni kayırdırga min kilmege, cilge, gönürge. Vakit indi dünya lezzetlerin, nimetlerin çitke taşlarga. Düşerime yattı, tanıç kına, sonlu gününü uyılı başlarga. Şulay dedi de o çıkıp gitti tabut yasatırga ustaga.
çeç avuçı bilen tavukçını işitleri bir uk tupsada. Geleyim deyip tabut ustasına biraz gına sulya işitti, gelip çıktı bir kız. Al yanaklı, ak halattan, kızıl çitikten, gözlerinde yaşlık. Ye, maturluk, nindi yüre, gülüp sülmez, nindi kartlık ama tezin çütmez, nindi ülüm kovşap çiginmez. Kabındırdı kızının yüz karaşı, 90 yaşlık, tuğlan yürekli. Kız endeşti gelir, şayangına, nihal babay, tabut girek mi? Yok, tabukka kazanırdı. Ölüm dönmeyeni yakandı. Sakal bastı. İrken biraz gına düzeltesiydi sakalını. Эти же стихи один в один звучат по-русски. Прожил 90 лет Фарук. Утром встал, исполненный кручиной, о себе задумался он вдруг, низко опустив свои седины. Пожил я, и хватит. Человек должен совесть знать, а мы забыли, что пришли на землю не навек. Надо мне подумать о могиле. Надо мне оставить в стороне горести и радости земные. Надо помнить о последнем дне, отвергая помыслы другие. И пошел к гробовщику старик, с бренной жизнью мысленно прощался, но случилось так, что гробовщик рядышком с июльни размещался. Только на крыльцо ступил Фарук, сотрясаясь всем бессильным телом, в красных ичагах, в халате белом, девушка из двери вышла вдруг. Если в мире сердце, что осталось равнодушным к прелести такой, перед ней согнет колени старость, смерть отступит перед красотой. Сердце стариковское бросала девушка то в пламя, то в озноб. Засмеялась и шутя сказала: как дела, мой дед, вам нужен гроб? Да что ты, дочка, смерть не у порога, рано думать о последнем дне, бородой оброс. И немного бороду надо бы оправить мне. Написано в декабре 43. 2020 год был ознаменован очень красивой датой, столетием со дня образования Татарстана. Каждое представительство, общественная организация по-своему представила программу празднования, и особой нотой в них прозвучало имя Мурсыт Джалиля. Сегодня мы хотим вам представить, как Крымская филармония, Государственная филармония включила в свою программу эту ноту, фрагмент Крымской филармонии. Один из славных сынов татарского народа – Муса Джалиль. Его творческий путь был коротким. В 1941 году он ушел на фронт, был тяжело ранен и взят фашистами в плен. В плену он не переставал бороться не оружием, а карандашом. 115 стихотворений, написанных в заточении, вошли в Моабитскую тетрадь. Поэзия Мусы Джалиля – это поэзия глубокой мысли и неукротимой воли. Его стихи – это гимн бессмертия и стойкости советского человека. Мин яшәргә телем бирер өчен, илгә соңгы йөрәк төбешен,
Үлгәндә дә әйтә алсам иде. Үлдем диеп, туган ил өчен. Сияющий день на исходе зимы, когда оседает под тучами влагой рыхлеющий снег, от рассвета до тьмы на горке серебряной шумной ватагой крестьянские дети играли в снежки. В тумане алмазной сверкающей пыли они кувыркались, ловкие и легки. Потом они снежную деву слепили. Стемнело, морозил, в твердой коре застыли сугробы, дремоты объяты. И девушку, бросив одну на горе, по светлым домам разбежались ребята. А ночью повеяло с юга тепло, и ветер, лаская дыханием влажным, нашептывал девушке сказку о том, как много прекрасного в солнце отважно. Ты солнце не знаешь, могучий, велик наш Витязь, блистающий с огненным телом. Глаза ослепляет пылающий лик, и землю жжет своим пламенем белым. Но девушка только смеялась. К чему мне солнце твое и весна молодая? Я ваших страстей никогда не пою. Из белого снега, из синего льда. И в сердце холодном не сыщешь огня. Дружу я с морозом и с ветром студеным. А солнце простой разговор у меня. Захочет, само пусть приходит с поклоном. Светало, за лесом горел небосвод. Могучее солнце взошло на пригорок. Красавицу снежную манит, зовет, дарит ей лучей ослепительный дорог. Девушка вздрогнула. Ранней зарей в ней душу весна пробудила впервые. Любовь задает нам загадки порой, и жар ее пламя сердца ледяные. И снежная девушка к речке плывет, влюбленная в солнце, совсем как живая. Туда, где под ветром ломается лед, и льдины грохочут друг друга сжимая. И солнце пленилось ее красотой, и, сняв ледяное ее покрывало, в объятиях сжала рукой золотой, и снежную девушку поцеловала. Ее опалило волшебным огнем, охваченной неодолимым порывом, и вся растворяясь в любимом своем, она зажурчала ручьем говорливым. Прозрачные капли блестят на лице, но слезы любви не узнать, не дотрогать, где гордая девушка в снежном венце, где сердце, что было так чуждо тревоги. В объятиях любимого тает она, течет и поет, и горит, и сжигает, пока не затихнет, как море волна, когда она берега вдруг достигает. Лишь в землю последняя слезка ушла. Где снежная девушка с песней бежала, там выросла роза, как солнце светло, как солнце, горячее пламенем алым. Любовь, так и ты, разливайся, горя, мы с милой сольемся, как вечные воды, чтоб там, где любил, где жил я все годы, багряные розы цвели, как заря.
праздничная, она должна нас согреть, нашу душу и сердце, и раскрасить сегодняшний день. И это Динара Хафизова, которая живет в Крыму, солистка Государственной филармонии, Крымской государственной филармонии, вот она участвует в нашем мероприятии и чудесно спела песню на слова Мусы Джалиля. Воскресное июньское утро. Солнечное, ясное, ничто не предвещает ничего плохого. Муса с утра собирается с семьей на дачу к друзьям. И уже стоя на перроне, ожидая электричку, они услышат о том, что началась война. Труднее всего ему было сказать о начале войны друзьям, к которым они приехали. Так семьи и просидели до самого рассвета. А уходя, расставаясь, Муса произнес пророческую для себя фразу: «Кто-то из нас с этой войны не вернется». Уже на следующее утро Муса приходит в военкомат с заявлением об отправке на фронт. И 13 июля 1941 года он получает повестку. Когда правительство узнает о том, что Муса Джалиль, депутат городского совета, что он был председателем Союза писателей, они предлагают ему работу, сначала предлагают ему остаться в тылу, но он отказывается, а затем отправляют его на учебу политических работников. И уже через полгода Муса оказывается старшим политруком Ленинградского и Волховского фронтов. Все, кто рядом служил с Мусой, те, кто воевали рядом, отмечают, что такой выдержки, такой стойкости и такого спокойствия ему просто не занимать. Он умел поддержать тех, кому казалось страшно, особенно в минуты, когда они были в окружении. О тех событиях написано немало книг, и авторы этих книг по крупицам собирают этот материал, бесценный материал, чтобы подрастающее поколение читало эти книги и чтило их память. Сегодня у нас в гостях Виктор Николаевич Косов, который в последней книге «Долг памяти» и также «Правда о второй ударной». Приглашаем его к разговору. Дорогие друзья, добрый день. Хочу вам сказать, что о Мусе Джалиле мы будем говорить не только в его юбилейные дни, а будем говорить больше года подряд и практически всех важных героев патриотических мероприятиях в нашем регионе, потому что 25 декабря этого года будет отмечаться 80 лет создания Второй ударной армии. В январе будет отмечаться 80 лет начала Кубанской операции и так далее. Но вначале я хочу вам сказать, что вот мы открывали, помните, доску в барельеф Мусе Джалиля в школе, вот журнал «Искорка» наш, который возглавляю, для детей мы выпускаем. И правильно делаем, дети должны знать традиции патриотические нашей страны. Написано, я сейчас передам и книгу «Долг памяти», где о Мусе Джалиле, других защитников города Ленинграда. Много написано, и в том числе о татарах, о Мананове, еще других. Я передам вашему постоянному представителю, господину Валиулину. И передам в библиотеку. Не будет потом, пусть будет. Можно задать вопрос, а зачем вот мы вообще здесь собираемся? Зачем мы издаем журналы, книги, поем песни? Ведь все можно выложить в интернет. Но это очень популистское мнение. Это все равно, что выложить в интернет школьные учебники и сказать детям: а вы в школу не ходите, в интернете учебники есть, приходите в 10 классе, в 11 экзамены сразу сдавать. Надо говорить, надо работать, надо встречаться. И нам показали, вот я далек от политики, это недавние события, когда просто старика обзывают ветерана войны последними словами. Один из героев этой книги, слава богу, жив-здоров, всего два героя моей книги сейчас живы, бывший фронтовой разведчик Осмыкина. Я ему позвонил, ему 95 лет, с 15 лет воевал, 2 года в разведроте. Он говорит: ну что ты, Витя, удивляешься?
Им просто сейчас дали возможность в интернете писать, говорить открыто. Они всегда говорят, я тебе, говорит, одно скажу. Говорят, тоталитарное государство. Какое у нас тоталитарное государство? Видишь, его судят. Я говорю, а что, говорит? Видите, да мы бы такого до штаба не довели, но а что? Все понятно. Немножко до Любанской операции, почему еще надо говорить? Вот у нас все-таки такая благостная политика, и средства выделяются в основном для тех, кто в детстве не доиграл солдатиков и в войну. Бегают, штурмуют какие-то там непонятные сопки, непонятно зачем, толком не зная истории, ничего не читая, историки к этому не привлекаются, даже грамотные экскурсоводы редко привлекаются, не говоря уже о нас. Ну, ладно, допустим. А что делают на Западе? Вот я тоже этим поинтересовался. Вы знаете, вот они наступают довольно активно. У них есть такие игры компьютерные, служебный долг переводит на русский язык. И 3 этих игры посвящено войне с Гитлером. В первой действуют в Сталинграде красноармейцы против гитлеровцев. Какие-то странные, то ли русские, то ли татары, то ли там узбеки, вот какие-то вот странные лица с палками, которых комиссары из заградотряда, в общем, залпами гонят на немцев. Во второй игре, правда, вторая игра заканчивается разрушением флага на Рейхстаг, уже вооруженные, но какие-то садисты, красноармейцы. И там даже предлагается при штурме Рейхстага играющему добить гитлеровцев, потому что если они добивают гитлеровцев, рядом стоят красноармейцы с коктейлями Молотова, они их будут сжигать заживо иначе. А в третьей игре, которая вышла и получила распространение перед последним юбилеем Победы, вообще нет красноармейцев. А знаете, кто есть? Американцы, которые высаживаются в Европе, побеждают Гитлера, освобождают евреев из концлагерей и прочих заключенных. И, значит, звучат траурные всякие марши. Вот как сейчас преподносится. И, кстати, около 500 миллиарда копий пиратскими этих игр уже разошлось. Детки играют, в том числе и наши детки. А мы им только предлагаем бегать, штурмовать всякие там высотки. Непонятно какие. Поэтому наши мероприятия очень важны. И ведь, понимаете, раньше, если книжка вышла тиражом, там, 1 миллион или 500 000, да, одну книжку было достаточно писать. Сейчас нет, постоянно писать, везде, говорить, в интернете. И, в общем, от активной обороны переходить в наступление. Почему важен пример подвига Мусы Джалили и почему о нем надо говорить? Благодаря Мусе Джалилю, кстати, вообще начали говорить о второй ударной армии. Сначала немножко, потом побольше, потом еще побольше. Она под запретом была. И до сих пор все вот, начинаешь, Власовская армия. Да при чем тут Власов? Власов недолго был ее командующим в силу обстоятельств, но сдался в плен. Надо говорить. И будем говорить. Но в какой же обстановке Любанской операции попал в плен Муса Джалили? Нужна ли это была операция? 149 000 потерь с санитарниками. 3 потери за 42 год. Выше только Керченская операция, оборона Севастополя, потом Любанская операция. Да она была необходима. Она была необходима, потому что Гитлер до 43 года включительно не оставлял планов завладеть Ленинградом. Только весной 43 года в Гайсине прекратила свою работу школа СД, которая, кстати, готовила специалистов для работы в захваченном городе. А немцы просто так никого не кормили, если она работала, значит, было за что. А в Ленинграде, вот мало кто из вас, может, знает, на улице Смольного 6 в своей квартире сидел законсервированный разведчик немецкий с 16-го года, достаточно. Был активным, потом перезвонил его немножко законсервировать, который должен был стать губернатором немецким в Санкт-Петербурге, пока они все ценное не выведут, ректорацию не проведут, потом город должен быть уничтожен. Станислав Верник, мой коллега, кандидат исторических наук, о нем написал хорошую работу, и вот поищите в интернете, там эта статья выложена, его фотография, этой мерзкой рожи. Понимаете? Когда к нему пришел немецкий связист на встречу в декабре 1942 года, он еще готовился вступить в должность губернатора, и он только не мог решить вот коммунистов и там, командиров Красной Армии и комиссаров, вот, кого их сразу вешать, или кого-то вешать, и кого-то расстреливать. Вот какие мысли у него? Понимаете, так что все было на самом деле серьезно. И в 1943 году Гитлера отговорили, он хотел еще десант бросить, десантный корпус в Ленинград бросить. Вот. Поэтому Любанская операция была необходима. Почему войска попали в такое положение? Ведь все говорят, ошибки командования, да, ошибки были нашего командования, немецкого командования. Но, а вы посмотрите, поставьте по ленд-лизу.
Посмотрите, как до хрипоты наши ругались, так сказать, с заклятыми друзьями и союзниками. Мы не получили тех самых легких танков, которых нам не хватило в Любанской операции. И мы не получили самолеты, которых нам не хватило в Любанской операции осенью 1942 года. И даже в декабре не получили. Получили крохи какие-то. У нас не было, война шла по всей стране, еще не полностью перешла промышленность. И когда шел выход через котел, горловины, я скажу чуть позже, Волховский фронт против почти 400 самолетов Вермахта, Люфтваффе, мог поставить 27 самолетов для активного противодействия. Вы представляете? Конечно, люди были прижаты к земле. КВ не могли действовать в болотистой местности, они могли только зимой или летом не могли. Где эти были легкие танки? Нам их не поставили. А эти 127 танков и порядка 400 самолетов бы очень пригодились. Было бы 1 к 1, наладили бы воздушный мост, вот и все. И, пожалуйста, немцы так для своих войск делали, вот, пожалуйста, там Демянский котел, да, с Сальцами котел, выходили. Но люди-то погибали не просто так. Они сорвали стратегический план Гитлера по владению Ленинграда. И даже находясь в кольце, даже когда Власов уже ушел к врагу, даже когда командир 46-го дивизии узнал, тоже по его примеру сдался врагу, люди-то бились. И Муса Джалиль не сам по себе выходил, они организованно выходили, они с боями выходили из окружения. Ведь все, что могли, сделали, об этом тоже редко говорят. Но их боевые товарищи, которые входили в котел, потом были отведены, ну, как говорится, до формирования, помогли из 52-й, 59-й армии. Пошла 87-я кавалерийская дивизия, спешилась, и 4 КВ с каждого фланга раздвинули котловину, ввели изнутри, там прижали 46-я дивизия, с одной стороны 305-я дивизия, с другой стороны они держали котел, этот коридор смерти, когда выходили. И не просто так, ведь Мобитская тетрадь — это последователь Муса Джалиль стихийно оказался. 305-й стрелковой дивизии была написана песня вот в эти страшные времена. И горловина когда захлопнулась, когда вся 87-я кавалерийская дивизия погибла, когда 305-я дивизия вообще практически там осталось немногим более 80 человек, и последний вот с этой песни пошел в атаку полковой оркестр от отчаяния. Я вот договорился с знакомым дирижером, мы нашли ноты, тексты, мы в 80-летие Любанской операции реанимируем эту песню. А 46-я дивизия, чтобы дать еще, ну хотя бы несколько человек прошло через коридор смерти, у них кончились боеприпасы, комдив черный сдался, немцы. Они просто пошли в штыки. Просто пошли в штыки, легли практически все. Понимаете? И вот в этот момент Муса Джалиль попадает в плен. Тяжело ранен. Так же, как тяжело ранены еще попали ряд командиров, бойцов. Не так много сдалось в плен, вот как немцы преувеличили цифры. И серьезные историки это многократно, ну, когда тихо, спокойно можно посчитать личный состав. Конечно, там никаких там 30 с лишним тысяч пленных не было добровольно не сдавшихся. Они взяли, и вот не принято было говорить, вы знаете, вот, не дай бог Муса Джалиль попался бы полякам, там были вспомогательные поляки, вот раньше об этом не говорили, они отличались звериной жестокостью. Они у местных ходили, выменивали на шнапс керосин. Сначала не могли понять, зачем. Они вот найдут красноармейцев там, с кустом там, или клята, обливали керосином и сжигали. Они почему-то не снимают вот эти компьютерные игры. И когда Муса Джалиль попал в плен, с ним попало еще много в плен, но об этом же тоже не говорили. Все пленные считались предателями. Нагляднейший пример. У нас был приказом Сталина даже во Франции создан первый партизанский полк полковника Казаряна, который воевал с Деголем и отбил Ним из беглых красноармейцев. Они покрыли себя славой, получили боевое знамя, получили награды все возможные сопротивления и Франции, и союзников. И когда они вернулись на родину, их вывезли, командира полка, зама, начальника штаба по 25 лет дали. К счастью, что за измену Родины и за сдачу в плен. К счастью, вот, понимаете, вот такие вот люди, которые оскорбляют ветеранов, на самом деле, реально воевавших, они всегда были. И против Джалиля тоже делал, потому что это же тоже какой-то конкретный человек сделал. Я никогда не поверю, что товарищ Сталин дал команду возбудить дело против Мусы Джалиля. Вы же понимаете, это несопоставимое понятие. Вот. Что было делать? В Маунтхаузене вместе с Джалилем попал
плен военврач второго ранга Каноненко. Активно участвовал в подполье. Как и Джалиля выдал провокатор. Тоже военврача Каноненко казнит. Многие тоже, попавшие в плен, пытались сбежать из плена. И вот из этого полка, где была сочинена песня «Политрук сильных», его за побеги все строго материал посылали. Наконец-то Бельгия сбежал из плена и добрался до деревушки с говорящим названием Ватерлоу. Ну, каких-то слов он в плену набрался, ему объяснили, а в Бельгии было вокруг 3 бригады: бельгийская бригада, русская бригада и бригада «Белое дело». То есть русская из бежавших красноармейцев, а белая из бывших белогвардейцев. И белые ему сказали, что вот мы на уровне командования контачим, но чтобы гражданская война тут не началась, иди туда. И они вот красные и белые отбили у немцев город Майза и держали его до подхода англичан. Другие наши деятели вместе с белогвардейцами отбили русское посольство в Париже. Вывесили белогвардейцы там красный флаг и ждали тоже, пока войдут союзники. То есть не заканчивалось сопротивление. И даже во главе восстания Бухенвальда было 2 участников Любанской операции – Назиров и Поспелов. И они тоже вошли в историю. Так что, видите, ну об этом, если бы Джалилю не дали Героя Советского Союза, в 1956 году литературная газета в последнем номере написала, герой Константина Симонова, конечно, которого переслали тетради, он ходил, называл герой публикации литературной газеты. А эта тема была бы заморожена еще надолго. Я вам скажу, что несколько лет назад, вот были летние книжные аллеи в Михайловском замке, я рассказывал вторую ударную, ко мне подошла девушка с женихом своим, молодая. Говорит, я приехал специально, увидел в интернете из Коломны, потому что у меня такое дело, мой прадедушка воевал во вторую ударную летчика, а военком ему год не давал, пришлось в суды там ходить, там, он так ничего не получил, умер, называл его власовцем. Дедушка страшно переживал. Так говорит, я вот у вас сейчас книжку возьму, и этой скотине в рожу ткнул, он на бульваре сидит каждое утро, воздухом дышит. Вот так, до сих пор. Так что то, что мы делаем, это делать необходимо, и необходимо, конечно, вспоминать стихи, произведения Великой Отечественной войны, потому что кто такой народ? Это язык, культура, патриотические традиции. Лучшего примера, чем Муса Джалиль, вообще трудно найти для русского народа и для татарского народа применительно к Ленинградской битве. Вот спасибо, что я вам хотел сказать. Вы знаете, может быть, этот вопрос в сторону, но он мне очень интересен. Когда я была в Рождествено, вот это имение Набоков, там я узнала, я не знала, может, я невежественный человек, что там был концлагерь. Был домик стационарного смотрителя бывший. Там прекрасный мемориал, и там находился Муса Джалиль. Но мне не сказали, в какой период он там находился. Вы знаете, они не знают, и я не знаю, потому что немцы-то гнали, это надо их ведомости смотреть. Они тогда даже на питание не ставят сначала. Они просто загоняли, комплектовали, потом дальше. Загоняли, комплектовали, потом дальше. Так что очень сложно вычислить. Трудно сказать. Да. Виктор Николаевич, огромное вам спасибо. На самом деле, вот то, что мы слышим, это надо не тем, которые уже у людей, которые уже в нашей памяти, это надо нам, это надо молодежи. Известно, что непосредственно на Ленинградском фронте от Республики Татарстан погибло 18 467 человек. Мы с вами вместе сделали презентацию вот этой книги, вы об этом знаете. И что интересно, новые имена все больше и больше. Вот сейчас уже мы говорили с институтом Великой Отечественной войны музея Черепановым, директором. Уже плюс 100 человек вот к этой книге, которая вот здесь была. Вот поиск идет, новые имена мы находим. Это вам на память. И потом, огромное вам спасибо за нашу поддержку всех наших инициатив, когда вот мы открыли первый, стран 146, сейчас уже новую. Мы вместе работаем и по научной части. Надеюсь, что дальше также будет наше сотрудничество. Спасибо большое. Спасибо. Виктор Николаевич, я хотела бы вам выразить особую благодарность, потому что вот эту последнюю книгу, которую вы вручили, правда, о второй ударной на своей презентации, она у меня дома.
И вот эти вот истории, которые там описаны, боевые подвиги, и в том числе мы впервые узнали, что такой был Ильдар Мананович Мананов. И дети, когда прочитали, мы и узнали, уже сошло это в школу. О чем вы говорите, о подрастающем поколении. Отвезите в Тихвин детей, въезда в Тихвин, орудие Мананова до сих пор стоит. До сих пор стоит. Спасибо большое. А мы продолжаем нашу встречу, и сейчас хотим предложить вам исполнение, чтение стихотворений Мусы Джалили в исполнении наших участников. Встречайте, пожалуйста, Мансур Абазов. Участник ансамбля татарской песни. Татарша гына айтайын. Мына бұл китапқа 60 яш кешегіні ашып қарасам, 13 февраль и 43 год. Получается, ровно чуть ли не 80 лет этой стихотворения. Вот можете посмотреть, даже дата стоит. Вот, да, февраль, 12 февраля. Вчера открывал книгу. Да, вот прошло сколько лет, а он, значит, сидит за стенкой в таком виде, что можно подумать, мог ли человек, это только силы воли можно написать такое. Күрше қызым Хадише, шулай ғәдеттәгіше, ұзақ еріп бақшада, кешігіп қайтты кеше. Қауылшы қағының ишітмәген қайтқанын, шуңа көре ашмаған Хадишеға қапқанын. Қайда темір ұзақ, Хадише кеткен ұзақ, тышта құны болмай болса да бірші ес ақ. Ақыры қызға ой көре. Тінні білән кім көре? Көп текшермей Хадише, қима ақыры сүйтірі. Қайтып кіріп, ертіна қайтқаш барда ұнтыла. Садаққа ертіліп, юбкадына ертіла. Ол күн сын ямамай, анын қарамай, ертен кейте қызметке, кешірілге еламай. Әлді кеше сын қайтып, иқылаған қырын ятып, көрші қаршы ішіне шақ жібірген уятып. Ашыға, міне бірі бұл қарай, юбкағына чайқала, есі кетіп қатын қыз, юбкаға қарап қала. Екінші күн не көрем, бір елейім да, бір кілем, ұрам толы қатын қыз, бар дайылған юбкалар. Көрші тіккәнше, мода деп өткәнше, бар дайылған юбкасын, бүттігіне тіккәнше. Әй Хадише, Хадише, кешігіп қайтып сен кеше. Енді ешкі ашып алды, яңа мода шығарды. Қызлар, тілді ермәгіз, қимадан секірмәгіз. Тағын әлдәнләсә ертіп, мода бия көрмәгіз. Просто еще чуть-чуть маленько скажу. Ник шақырдың сыл бойына, өзің шуда келмәгәш. Ник әйттердің сүйям дейіп, өзің мен дә демәгәш. Ник елмайдың, қаш секіртір, яратмағаш, ермәгәш. Ник ашақтың тызылып алып, ondan соң ермәгәш. И еще одно стихотворение «Зимние стихи» Мусы Джалиля прочтет Фенелей Света. Стихотворение было написано в 1935 году, еще до войны. Лирическое стихотворение. Снег похож на белую бумагу. Песню или стих писать начну. Солнце наш поэт, познав отвагу, чертит по снегу пером и ручкой. Вот и зимний ветерок несется, льется снег, тики, строфа, тики. Я смотрю на снег в сиянии солнца. Это настоящие стихи. Их читает лес не уставая, и кудрявые снега полей. Ей поет их девушка лесная, видно, строчки полюбились ей. Бархатное платье зеленеет, и земли касается подол. Солнце к ней любовью пламенеет. Это я в его стихах прочел. Вот на лыжах в свитере зеленом, еле молодой под стать вполне, наполняя лес веселым звоном, девушка моя спешит ко мне. Вот мелькнула, поднимаясь в гору, вот остановилась у охи. Я смотрю на снег, дивлюсь узору.
Это настоящие стихи. Солнце, мы горим одною страстью. Мы с тобой счастливы сейчас. Песня юной жизни, песня счастья. Сердце зарождается у нас. Наши общественницы с удовольствием вот учили стихи, сегодня их рассказать. У нас в гостях наша татарская поэтесса Лилия Живаева. Предоставляем ей слово. После долгого перерыва это ее выход. Памятнику Казанского Кремля. Вознесся вечным символом свободы Муса Джалиль над Волгой рекой. Поэт, певец татарского народа стоит с поднятой гордо головою. Он рвет оковы нашего сознания. Как это в жизни воплотил Гагарин, наш ум стремит в иные мироздания. Уральский это доблестный татарин. Дальнейших творческих успехов и здоровья, конечно. Вот, стихи Мусы Джалиля звучат и на родном языке, и на других языках мира, на русском языке. Мы с удовольствием их слушаем и понимаем, даже не говорящие на татарском языке, потому что он своим сердцем выражал любовь к родине, большое чувство любви, дружбы. И искренне мы понимаем, потому что без этого нам наши герои бы не были понятны. 2021 год, посмотрите вот на эту эмблему. В Татарстане объявлен годом родного языка и единства родного языка, годом родного языка, родных, вернее, даже родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Вот такая эмблема. Вот. И, конечно, этому приурочены некоторые очень знаменательные планы и в нашем городе, в Санкт-Петербурге. Планируется открыть центр изучения татарского языка имени Каюма Насыри. И продолжить, да. Да, он 3 года работал, и вот мы планируем, да, пандемия нас как бы подкосила всех, и поэтому сейчас мы планируем продолжить. И у нас в гостях Алина Хайрулина. Она методист этого института и аспирантка Казанского федерального университета. Предоставляю ей слово. Шундай шарада катнашуларым бик шатмын. Очень рада, что у меня есть такая возможность участвовать в таком мероприятии. И теперь я уже могу обучать родному языку всех желающих в Центре Института Каюма Насыри. Поэтому всех желающих приглашаю 27 февраля в 15:00 в субботу. Всех желающих ждем. И скоро уже наступает пора весны, пора любви. И я хотела бы прочитать сегодня стихотворение Мусы Джалиля о любви, которое посвящено Амине. От şeker tuman bal pırtıkur. Senin kuşağına atıldım. Bu mehabbet nindi güçlü elbet. Bu yürekler nindi yalqınlı. Biz bəxtliydik. Bizning ko'ngil suyib olinishib isirdi. Ol ilinlar osha men ko'shirdim. Sena qaynar yoshlik hissini. Shod yuraklar birga yorsib bitdi. Ikki ko'ngil birga qo'shildi. Men yoshligim etib tuydim seni. Bu oxirisi shuning ishingda. Siyu qotish kilash qarash bilan kirpik osha men qaradim. Sen tuzatding o'ksiz yuragimda yillar bo'yi kelgan yorani. Ko'kragingga qisdim ko'zlarimni
ачып куйса да безнең бәхеткә, утын калыр мәңге йөрәкләрдә, хәйкәл булып кайнар яшьлеккә. Немало стихотворений Мусы Джалиля посвящены прекрасной половине человечества – женщинам. А и фраза из его стихотворения «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя «Мать» поистину стала крылатой фразой, известной буквально во всем мире. Женщина – это особая стать, это особая гордость каждого народа. Она несет в себе именно те черты, которые не принесет ни представительница ни одной другой нации. Каждая несет в себе свою родную кровь. Женщины-татарки не исключение. Это красивые, это гордые, это великолепные женщины. Женщины из Санкт-Петербурга объединены в общественную организацию «Ак-Калпак-Нева», которую возглавляет один из организаторов и ведущих сегодняшнего праздничного вечера Фирая Рашидова. Да. Ну, я, конечно, больше, чем сказала Светлана, наверное, не скажу. Просто мне хотелось добавить, что открытие центра Каюм-Насыри является подспорьем для нашей общественной организации, потому что основой государства является семья, а семьи женщина, мать, которая несет и традиции, и обычаи, язык, и культуру, и кухню татарскую в семью, и поэтому рады тому, что этот центр открывается. Мы планируем провести конкурс татар кызы кызчыгы, татар кызчыгы, татар малая, то есть маленькая девочка, девчушка и мальчик. Конкурс, который должны, не то что должны, а еще и заинтересовать надо мамочек и их родителей и их детей в участии в этом конкурсе. Такого не проводилось в нашем городе, но вот мы приглашаем вместе с Алиной мам или бабушек с детьми, которые, вероятно, смогут принять участие в этом конкурсе, потому что они должны о себе уметь говорить. Минем энием, минем этием, минем деванием, минем апам, абыем, сказать имена сказать, кем они работают, и насколько они любят свою семью и татарский язык. И кроме того, они с собой принесут какие-то изделия, рисунки выполненные или какое-то творчество. Вот в этом исполнит какое-то музыкальное произведение, стихотворение на татарском, а даже и на русском языке. Вот так мы планируем продолжить свою работу, а в марте провести здесь же, в татарской гостиной, тоже красивое мероприятие, посвященное татарской семье. Вот это я и хотела сказать. Ну, сейчас я бы хотела представить вам наши фольклорные коллективы Акчарлак и Нур. Они, фольклорный коллектив Акчарлак, исполнит песню и танец. Burakçı kız, Nakı Sendet sözleri, Habibullah İbrahimov köyü. Yaşlılarım
düşmanlara karşı giderdim. Eşimle sular yeşillikler, süsimeler sinem andıma. Yüzlerim şu sinem dondu yaşı, kulağında kulağım baygına. Yüzlerim şu sinem dondu yaşı, kulağında kulağım baygına. Kulağında kulağım baygına. И следующая наша песня «Солдатлар». Роберт Ахмаджанов сүзләре, Файзрахман Ахмадиев көйі. Uzatып вокзаллар каршына, мойдаган нүктелер оңалар. Тузанлы юлларда нүктелер, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар керделәр улларга, балалар сүз бирде кулларга. Күпләре күренеп шинелга, калдылар еракта юлларга. Балалар, тұрыңыз балалар, ашығыз суына бағындар. Неше ел ғұмырлар балалар, ерде әдулар янында. Уятма, йоқласын синама, ойларны, юларны санапар. Күңілде аман еш бір бала, қайтмаған солдатлар, солдатлар. Ана ул йокламый сабайы, юлгарын ашса да уяна. Аналар йөрәге шикелле, майданда мәңгелек уяна. Аналар йөрәге шикелле, ут яна, уйлана, талпына. Аналар хәтере шикелле, жел йөри урганар артында. Аналар хәтере шикелле, жел йөри урганар артында. Аналар хәтере шикелле, жел йөри урганар артында. Артист театра юного зрителя. Да? Ильянцев. Мы приглашаем вас поздороваться и сказать несколько слов. Да, я сам из Казани, надо говорить, работаю вместе с Лианой Навзашвили, которая была внучкой Жалили. Да. На экране была. Замечательно с ней работаем, играем в одном спектакле, приходительном спектакле. Так что приглашаем. Вот, у меня есть номер телефона, да? Кто хочет, возьмите телефон. Да, позвоните мне, я вам оставлю контакт. А из Казани много народу? Кто из Казани? Только 2 человека. 3.
Ясно. Все местные. Ясно. Но бывает часто в Казани. Да. Да. Очень приятно. Наша программа продолжается. Представьтесь, пожалуйста. Солистка ансамбля. Представьтесь, пожалуйста. Радик Галиуллин. Звоните, не стесняйтесь. Радик Галиуллин. Артист.
отца Рустама Эфенди, оренбургский. Да. Я от имени... У меня отец родился в Юзеево, 30 километров от Мустафина. Это оренбургский татары. Я хотел бы несколько слов буквально сказать. Вот было Мустафина был образцом в 18 веке, значит, идет переселение татар и казанские переселились в Оренбургскую область для того, чтобы нести функции ямщиков почтовые. И, в общем-то, оренбургские татары, вот, я знаю от отца, ну и родственники там, в общем-то, которые близки были, имеют дальние родственные связи с Джалилем. Кого я знал, все люди очень грамотные, очень стремились, значит, выучиться, постичь, так сказать, вершины в науках. И, в общем-то, и хорошо воевали. Воевали, конечно, и в общем-то, очень много погибло людей. А значит, Муса Джалиль, это подвиг, я скажу, неоднократно. Это находиться в состоянии жесточайшего стресса каждый день в тюрьме, на стенках, не сломаться, писать стихи, не сойти с ума, при этом думая, как его семья, как его дети, о чем думают на родине. Это пережить такую трагедию. Это подвиг, я скажу. Это не просто подвиг, это многократный подвиг. Поэтому мы должны об этом все запомнить. О том, что есть такой человек. Спасибо. Он так скромно вышел, но я хочу сказать, что у нас он юрист, и у кого есть какие-то вопросы по юридической линии, можно ему задавать, он всегда готов нам помочь. Спасибо. Наступило время, вот у нас гости выходят, и мы их представляем, и мы говорили, что мы начали торжественно наше мероприятие, посвященное Мусе Джалилю, и мы также закончим его торжественно 25 февраля с нашим музеем «Книга блокадного Ленинграда». Я хотел бы вас представить, вот она скромно сидит, заведующая этой нашей любимой музея, Колосова. Сейчас я все скажу, два слова буквально. Я вас надолго не задержу. Да. Вы знаете, я... Софья Геннадьевна, пожалуйста. Колосова Софья Геннадьевна. Я под большим впечатлением от сегодняшней встречи. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Спасибо за то, что вы такое устраиваете. А в нашем городе он был необыкновенный, вы об этом знаете. Сегодня говорили об этом. Присутствовали абсолютно представители всех конфессий, всех религий, всех национальностей нашей страны. И они защищали наш город. Среди 226 героев Советского Союза, которые защищали наш город в Ленинградском и Волховском фронте. И никак нельзя забыть людей татарской национальности. И среди них, конечно, Муса Джалиль. Я не буду сейчас очень много вам рассказывать ни про Ливанскую операцию, ни про Тихвинскую, ни про Новгородскую, потому что я член корреспондент Академии военно-исторических наук, я немножко знаю про это. Вот, поэтому я просто хочу вам сказать, во-первых, приходите к нам, я буду очень рада вас видеть. Адрес. Проспект Юрия Гагарина, дом 17, метро Парк Победы. Совершенно верно. Так что буду с радостью вас встречать, вам расскажем о том, что сегодня я не услышала, потому что личность Мусы Джалиля, конечно, безграничная абсолютно, и это удивительный человек. Но только об одном хочу сказать. Во время войны в нашем городе, во время блокады, работало 22 библиотеки, районные. Я не говорю про библиотеку публичную, Российская национальная библиотека, библиотеку Академии наук. Это просто обычные районные библиотеки, 22. И в двух из них читали стихи Мусы Джалиля во время блокады. Еще не была напечатана Моабитская тетрадь, вы прекрасно это знаете, хуже, чем я. Но его творчество было известно в нашем городе. И работала, между прочим, мечеть. Один из всех храмов, 11, которые работали всю блокаду. Так что низкий поклон и память всем вам, кто сохраняет эту память, бережет ее и доносит до молодого поколения. Это самое главное, и я вижу в этом свою задачу. Спасибо вам большое.
знаю, жизнью и мечтам идет. Зато с победою и счастьем она в моей стране зарей взойдет. Сдержать зарю никто не в силах. Именно такие слова мы хотим сказать в заключении нашего вечера. Слова, которые написал Муса Джалиль. Он верил и мечтал только в лучшее. И его мечта исполнилась. На нашем родном татарском языке написаны тысячи поэтических строчек. И в их числе и строки Мусы Джалиля. Родной татарский язык. Его язык, язык Джалиля, объединяет нас всех в одно единое целое. На этом языке мы излагаем свои сокровенные мысли, любовь к родине. И я сейчас предлагаю нам всем спеть наш традиционный татарский гимн на стихи Абдуллы Тукая, нашего любимого поэта, и Туган тель, и Матур тель, и этим завершить нашу прекрасную, содержательную встречу. Спасибо. Ты знаешь слова?